В Кыргызстане продолжается цифровизация сфер медицины и социальной защиты населения. Сегодня Сооронбай Жээнбеков посетил Центр семейной медицины номер 8 в Бишкеке, а также Управление социальной защиты Свердловского района. Ранее здесь в тестовом режиме были внедрены электронные информационные системы, направленные на улучшение оказания услуг нашим гражданам. По словам медицинских и социальных работников, благодаря этим программам качество работы улучшилось в разы. Напомним, что государственная политика по цифровой трансформации в Кыргызстане реализуется в рамках указа президента второй год подряд. Мадина Низамова продолжит тему. Электронная очередь и электронная амбулаторная карта пациентов. Благодаря этим двум системам врачи Центра семейной медицины номер 8 могут незамедлительно получить информацию о своих пациентах. А это 59 тысяч человек. Столько граждан обслуживает поликлиника. Всегда доступ информации есть. То есть, возможно, этот пациент посетил другого врача, мы можем посмотреть уже в архиве, да? Электронные системы помогают экономить время. Граждане заранее планируют запись на прием к доктору. Значительно уменьшились живые очереди в коридорах. Нагрузка на медиков распределилась равномерно, рассказала главе государства главный врач поликлиники Анара Шакеева. Направление. Общий крови, мочи, биохимический анализ деп жазганда жазбайбыз. Ошо электрон менен эле тиги бүт жабдуулар бар да, дар таныктоо бөлүмдөрүндө ошол жака жиберилет. Эртең менен баарына келип эле компьютерден ачышат, оператор карап, анализди алат, анан кетет. Врачка жөнөтөт. Анализди врачтар жөнөтүлөт, врачка да жөнөтүлөт. Отурбайт келип. Бүтүп отурбайт. Барак бердеби? Барак бердеби. Электрон жөнөтөт, врачка берет, маалымат берет, да? На сегодняшний день электронная запись к врачу внедрена в 19 центрах семейной медицины Бишкека. Ответственный персонал прошел обучение в электронном заполнении карт пациентов. В регистратуре 8-го ЦСМ Сооронбай Жээнбеков понаблюдал за тем, насколько оперативно работать в таком онлайн-режиме. Сулайманова Динара Абиевна деген врачка жазылам дейт. Биз 11:20 деп премиясын айтып жазып коебуз. Жактан бул талонду чыгарып келебиз. Ал келет, талонун алып кабинетке бара берет врачка. Түзелет. Поскольку все действия происходят в онлайн-режиме, сотрудники организации здравоохранения тратят намного меньше времени на заполнение приписных документов, а качество и актуальность данных улучшается. Как подчеркнула главврач ЦСМ, это особо важно в текущей ситуации борьбы с коронавирусом. В такое время, да, когда вот ковид по всему городу, во всех центрах семейной медицины вот больные обращались с температурой, это очень удобно, оказывается. В онлайн-системе идет контроль над давлением, да, над лечением, над обследованием. Врачи знают очень хорошо своих больных, и больным тоже это очень удобно. И сейчас вот данную систему мы дальше будем внедрять. В свою очередь глава государства подчеркнул, что цифровизация страны продолжает оставаться приоритетным направлением государственной политики. Изменения в первую очередь ощущаются в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты. Работа по созданию максимально комфортных условий для граждан будет продолжена во всех регионах, подчеркнул президент. Ошондо аялдык коррупцияны жоебуз. Адам жолуккан нерсени жоебуз, саламдашканды жоебуз баардыгын. Ошол ортодо кеткен каражат бюджетке түшөт. Сооронбай Жээнбеков поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд и призвал прилагать дальнейшие усилия по совершенствованию деятельности ЦСМ. А это уже Управление социального развития Свердловского района, где главе государства рассказали о деятельности автоматизированной системы под названием «Социальный паспорт малообеспеченной семьи». Благодаря этой базе данных проходит автоматический расчет субсидий и пособий. Сокращается бюрократия при сборе гражданами справок. Если раньше требовалось собрать, допустим, на социальную помощь в количестве справок в количестве 17 штук, сегодня мы в 2-3 раза меньше требуем эти документы. И в будущем требование документов будет сведено к нулю, потому что далее эта программа будет усовершенствоваться. Отсекается не только бюрократия, но и коррупционные элементы, рассказывают в управлении. Например, чтобы социальные пособия не смогли получить лженуждающиеся граждане. Как рассказали сотрудники управления, такие случаи практикуются, и электронная система помогает это выявить.
Дагы мындай болот. Келет, айтат, менде эчтеке жок, мен аябай муктажмын, мен кыйналып атам дейт. Биз программага киргизебиз, азыр көрсөттүң ачында. Мен эчтекем жок, мага жардам бергиле дейт. Биз азыр ачып көрөбүз, 5 квартирасы. Бул жаран 3 үй бар. Же 5 машинасы. Бүт машина, кыймылсыз, кыймылдуу мүмкүнлүктөр бар. Алар бизден скрывать этти. Мурун жөнүндө паспортун алып менен. Мурун эмне жерде данный жок. Анан барат соцкызматкер. Үйүнө барып көрөбүз, жазып келет. Анан бөлүшөт, анан мамлекеттер. Жашырып коюш машинесин башкасын. Ого жок болот. Gente недвижимость. Какой может быть малый имущество? Он не может быть малый. бул жаран бизге бул жылга чейин бизден ошол аз камсыз болгон үй бүлө деп жардам алып жүрчү. На сегодняшний день продолжаются работы по запуску АИС «Социальный паспорт малообеспеченной семьи» и в других районах столицы. Как подчеркнул глава государства, цель цифровизации – это создание комфортных условий гражданам и увеличение поступлений в бюджет страны, что даст возможность повышать зарплаты работникам как социальной сферы, так и сферы здравоохранения. Мадина Низамова, Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек.